Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Шахида Якуба, сегодня в программе. Столица Кыргызстана страдает от проливных дождей. Пострадали десятки новостроек в пригороде Бишкека. Местные жители вынуждены бороться с последствиями самостоятельно. Наводнение происходит и в соседнем Таджикистане. Там власти уже обратились к международному донорскому сообществу за помощью в ликвидации последствий. Сегодня опять приехали в МЧС, зашли, сказали то, что у вас вещи есть, все заберите на улицу. Пока мы не скажем, домой никто, чтобы не заехал. МВД Кыргызстана возвращает хизбут-тахрировцев к традиционной религии. Специальный отдел министерства убеждает экстремистов отказаться от своих идей. Но насколько действенны эти меры, никто не знает. Хизбут-тахрировцы больше, чем другие экстремисты, интересуются политикой, делами государства, деятельностью правительства. При этом они настоящие фанатики, могут пойти даже на джихад. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саркисян снова договорились о перемирии. Однако жители прифронтовых сел слабо верят в режим прекращения огня. Хотя официально считалось, что у нас перемирие, по нам все время стреляли из пулеметов и автоматов. Международный день борьбы с гомофобией в Грузии празднует День защиты сплоченности и чистоты семьи. На улице Тбилиси выходят священнослужители и противники однополой любви. Семья – это маленькая церковь. Семья – это бастион свободы, чести и человечности. Столица Кыргызстана страдает от проливных дождей. Паводки захлестнули десятки новостроек вокруг Бишкека. На этих кадрах в жилом массиве Арчабишик местные жители вынуждены самостоятельно ликвидировать последствия очередного наводнения. Неоднократные обращения в МЧС и к местным властям результата не дают. Большинство новостроек вокруг столицы не имеют коллекторно-дренажной системы. На их строительство у местной администрации не хватает средств. К тому же некоторые жилмассивы построены путем самозахвата земель. И там не то что дренажных сетей, но и элементарных коммуникаций, как водопровод, дороги и электричество нет. Таджикистан через программу развития ООН обратился к международному донорскому сообществу с просьбой о помощи в ликвидации последствий наводнений, произошедших с 9 по 12 мая. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики. На страну обрушилась серия стихийных бедствий, спровоцированная выпадением месячной нормы осадков в течение этих нескольких дней. Тысячи домов пострадали, есть погибшие. Подробности репортажа Анушервона Арипова. Наш дом полностью в воде уже который день. Сегодня только пожарную машину выделили, воду откачиваем. Пристройки, дом, имущество затопило. Ширали Абдуджаборов вместе с супругой пытаются спасти остатки своего имущества из затопленного дома и двора. Под водой осталось все – кухонная утварь, одежда, мебель, бытовая техника. То, что можно спасти, легко уместилось на небольшом топчине. Троих маленьких детей пришлось на время разместить у родственников и знакомых. Это огород, мы жили за счет него. Здесь у нас росла картошка, лук, морковь. Наша семья занимается сельским хозяйством. Практически все местное население живет за счет сельского хозяйства, а из-за стихийного бедствия, обрушившегося на них, люди лишились огородов и садов на приусадебных участках. Сегодня опять приехали в МЧС, зашли, сказали то, что у вас вещи есть, все заберите на улицу. Пока мы не скажем, домой никто, чтобы не заехал. Мы сейчас ночуем в машине, трое суток в машине мы ночуем. В доме, где проживал Анвар Нуридинов вместе с женой и детьми, сегодня находиться небезопасно. Спасатели запретили ему даже входить сюда. Селевой поток подмыл фундамент, и одна из стен может обвалиться в любой момент, а за ней и крыша. 16 человек нас в этом доме. Третий день уже чистим наш дом и двор. Хорошо, волонтеры из местной школы приходили, помогли. Всего, по данным Комитета по чрезвычайным ситуациям страны, в пригородном Душанбе районе Рудаки пострадали около 2500 домохозяйств. А значит, стихийное бедствие коснулось порядка 10 тысяч человек. Но жертв нет. По словам спасателей, они прибыли на место вовремя и вывезли до 1500 местных жителей, которые не могли выбраться из своих домов самостоятельно.
Пока предварительно специальной правительственной комиссией по ликвидации последствий стихии подсчитан ущерб, нанесенный более чем 500 домам. На месте происшествия работают около 120 спасателей, помогающих населению откачивать грязь и воду. Задействованы части пожарной службы столицы и Министерства обороны страны. Возможно, в течение 2 недель мы подготовим отчет и подсчитаем нанесенный ущерб полностью. Но это очень сложное дело, потому что стихийные бедствия произошли в нескольких местах. Руководство комитета и других структур разбросаны по разным частям страны. За несколько дней до событий в Рудаги стихия обрушилась на город Пинжикент и Айнинский район, которые находятся на севере страны. В результате селевых потоков пострадали 147 домов, затоплены сады и приусадебные участки. 3 человека погибли. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне распространил предупреждение о том, что неустойчивая погода в Таджикистане пока сохраняется, и просит граждан быть бдительными, воздержаться от поездок в районы, где есть угроза схода оползней, селевых потоков и камнепадов. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сообщил о том, что за оппозицией стоят зарубежные покровители. К изумлению многих это заявление он сделал на праздновании Дня матери. Называть покровителей он не стал, но предупредил о том, что все попытки дестабилизировать страну будут жестоко пресекаться и сурово наказываться в соответствии с законом. Напомню, что лидеры оппозиционного движения «Народный парламент» собирались собрать митинг протеста, но их задержали незадолго до этого. О том, кто может стоять за оппозиционерами и кому выгодна дестабилизация Кыргызстана, я говорила с политологами Аидой Алымбаевой и Бакытом Бакетаевым. Свой первый вопрос, имел ли президент Атамбаев в виду Россию, я адресовала Бакыту Бакетаеву. Я думаю, что президент не это имел в виду. И, конечно, если что-то вырвать из контекста, оно может так звучать. На самом деле у нас с Россией сейчас очень крепкие связи. И мы идем в одном русле. Хорошо. А зачем тогда президент упоминал работу царских генералов в 1916 году? История, она была, от нее никуда не деться, поэтому ссылка на те исторические факты, они должны порождать новое, чтобы не повторялось старое. Дестабилизация, конечно, России не надо. Это нужно каким-то третьим силам, которые пытаются и пытались, скажем, менять. Ну а кто может быть этой третьей силой? Это что, Казахстан, Узбекистан? Я не знаю, ну кто эти вот силы? Давайте уже назовем или хотя бы предположим, кто могут быть этими силами. Одну я не могу назвать, они находятся во многих странах. Хорошо, Аида, у меня к вам вопрос. Скажите, можно ли расценивать то, что сейчас происходит с оппозицией в Кыргызстане, как просто предлог для того, чтобы их загнать в угол, кем бы они бы ни были, и таким образом немножко избавиться от них, или, скажем, даже если есть какая-то популярность, снизить их популярность? То, что происходит задержание политиков, так называемых оппозиционеров, которые планируют провести широкомасштабные демонстрации. Их задержание – это сигнал для других оппозиционеров, для других политиков вести более такую компромиссную политику с нашим Белым домом, с нашим правительством. Но если такая оппозиция слабая, ни лидера, ни идеи, зачем их вообще бояться и зачем вообще обвинять кого-то, обвинять то, что за ними кто-то стоит, кто-то им проплачивает? Ведь были продемонстрированы по кыргызским СМИ вот эти телефонные разговоры. Наверное, такая ситуация и такое поведение нашего политического истеблишмента говорит о том, что они хотят показать ситуацию в другом ракурсе, они хотят представить ситуацию, что ситуация может сложиться и направиться в другое русло, но при этом у правительства есть все ресурсы, даже прослушивать их звонки, их задерживать. То есть такими шагами правительство показывает, что они способны контролировать ситуацию. Хорошо, у меня вопрос к Бакыту. Бакыт, правительство Кыргызстана, оно боится кого? Народный парламент оппозиционеров? Если какой-то другой враг, который представляет большую угрозу, те же самые люди, которые находятся извне, скажем, представители бывшей власти Кыргызстана?
Ну, наше правительство и власти, в общем-то, я скажу, никого не боятся, ничего не боятся. Дело в том, что вот эта дестабилизация методом революции, оно, конечно, отталкивает и народ, и экономику, и страну назад. Поэтому единственное беспокойство, чтобы если кто-то хочет сделать добро для народа, они должны в рамках Конституции пройти в парламент, потом там бороться за власть. Но не на улицах. Спасибо. Аида, а вот вы что думаете по этому поводу? Может, все-таки стоит оппозиции подумать о какой-то платформе для того, чтобы завоевать сердца и умы народа, а не выходить каждую весну на улицы и требовать чего-то? Если говорить честно, то многих лиц, которые задержало правительство, государство, и те люди, которые говорили, тех оппозиционеров, многие, они не совсем мало знакомы нашему обществу. И я повторюсь, что у тех оппозиционеров, которые хотят мобилизовать большие массы людей, я соглашусь, у них нет ни ресурсов, ни программ, ни лозунгов, ни лидерства. И я думаю, что даже у них нет финансовых ресурсов, чтобы мобилизовать большие силы. Не утихают страсти вокруг митингов в Казахстане. Адвокат из Караганды Нурхан Джумабеков подал гражданский иск в Бастандыкский районный суд Алматы на компанию «Евразия плюс ОРТ», владеющую телеканалом «Первый канал Евразия». Поводом стало заявление канала, что массовые акции протеста в регионах Казахстана по земельному вопросу были проплачены. Канал даже показал видеодоказательства, на котором, правда, не видно лиц, якобы передающих деньги людям. Адвокат считает видео поддельным и просит суд взыскать с телеканала 100 тысяч тенге за моральный вред. Больше 10 бывших хизбут-тахрировцев за последние полгода вернулись к традиционной религии. Таковы результаты работы сотрудников МВД в одной из областей Кыргызстана. Бывшие члены незаконной организации произносят на Коране клятвы и обещают отречься от нетрадиционных идей. Однако, насколько экс-хизбуты искренние, почему им не доверяют оперативники? С бывшими представителями партии говорила Жибек Бегалиева. Я стала членом Хизбут-Тахрир в 2011 году. Был осужден на 2 года. Я по собственному желанию выхожу из рядов Хизбут-Тахрир. Фермерши, торговки и обычные домохозяйки. В Хизбут-Тахрир все чаще вступают женщины. Убедить их отказаться от своих идей не проще, чем мужчин. Работает над этим специальный отдел МВД. Себя такие сотрудники сравнивают с проповедниками. Суры и хадисы им надо знать не хуже настоящих священников. Делаем им официальное предложение. Говорим, что их покажут по телевидению. Говорим, что все увидят то, как они отрекаются. Убеждать их отказаться от своих идей очень трудно. Исламская партия освобождения – одна из самых активных экстремистских организаций в республике. У ее членов регулярно находят запрещенную литературу, иногда даже боеприпасы. Руководителя группы Хабибула, по его словам, не знал. В партии очень высокая секретность. Даже сейчас, когда фермер уже не выступает за халифат, рассказывать о многих вещах он все еще не может. Экстремистскими идеями отец 4 детей увлекся в самые трудные времена. Именно в таких ситуациях хизбуты чаще всего людей вербуют. Работал таксистом. Еле зарабатывал. Так. Жизнь была трудная. На то, чтобы вернуть экстремистов в традиционный мазхаб, у оперативников уходят годы. Помогают им в этом местные имамы. Иногда после долгих бесед, а чаще споров, члены организации соглашаются на импровизированный обряд отречения от идей Хизбут-Тахрира. Насколько искренне бывшие хизбуты отрекаются от своих идей, непонятно. Иногда в этом сомневаются даже сами оперативники. Нынешние члены партии вообще потенциальные боевики, которые запросто могут поехать, например, в Сирию. Хизбут-тахрировцы больше, чем другие экстремисты, интересуются политикой, делами государства, деятельностью правительства. При этом они настоящие фанатики, могут пойти даже на джихад. А еще, по некоторым данным, члены Хизбут-Тахрира все чаще переходят в исламское движение Узбекистана, другую экстремистскую организацию, считающуюся одной из наиболее опасных в Кыргызстане. Жибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Джалабадская область, Кыргызстан. Социальная мастерская в Алмате. В этом творческом центре дети с ограниченными возможностями вышивают, рисуют и работают с бисером. Поделки, сделанные их руками, можно приобрести в специальном магазине. И, как говорят руководители проекта, качество и ассортимент изделий рассчитаны на самого требовательного покупателя. Подробности в репортаже Дмитрия Белякова. Одну петлю ты пропускаешь, следующую вяжешь через одну петельку. И она тогда соберется. В творческой мастерской Special Art в Алма-Ате работает 20 детей с ограниченными возможностями. Их наставники говорят, что самая важная часть работы – найти индивидуальный подход к каждому ребенку.
Подопечные мастерской вяжут, вышивают, рисуют, работают с бисером и подручными материалами. Ольга Островная преподает в мастерской уже 3 года. Одна из основных ее задач – контроль качества изделий, так как большинство из них будет выставлено на продажу. Вот мы делаем предметы бижутерии, которые женщины это всегда, это папки, это уходит у нас. Потом все-таки мы делаем картины. И сейчас вот у нас новая техника, мы хотим делать валенные вещи, будет валяние у нас. Судьбу любой вещи, произведенной в этой мастерской, решает сам мастер. Он может оставить ее себе или забрать для подарка кому-то из родных, но основная часть работ рассчитана на продажу. На территории Алматинской ассоциации родителей детей-инвалидов открыт первый в Казахстане социальный магазин «Юрта чудес», в котором любой желающий может приобрести изделия мастерской Special Art. Многие говорят, неужели это папье-маше, неужели это бумага? Говорю, да, это бумага туалетная или там, салфетки. И все такие, о, как вы додумались? Я говорю, ну, вот так вот такую идею мы нашли, и как бы взяли ее и воплотили в жизнь. Она на самом деле очень простая и ну, такая, смотрится очень хорошо. И для тех детей, которые не могут, например, вышить или вышивать, ну вот, папье-маше просто как выход. Изначально работы творческой мастерской периодически появлялись на городских ярмарках, праздничных выставках. Однако после большой акции на Казахстанской неделе моды удалось выручить деньги на покупку торгового оборудования и открытие специализированного магазина. Как говорят руководители проекта, качество и ассортимент изделий рассчитаны на самого требовательного покупателя. Однако нередки случаи, когда казахстанцы отказываются покупать понравившуюся им вещь, узнав, что она произведена руками детей с ограниченными возможностями. У всех у нас есть дети, у всех у нас есть будущее поколение. Хотелось, чтобы родители больше делали упор именно на то, чтобы дети во время своего развития научились помогать другим детям. Вот. Потому что я работаю с детьми, я очень часто вижу именно неправильное воспитание именно детей в отношениях. Вот на это я бы сделала упор. Максимальный размер пособия по инвалидности в Казахстане сегодня составляет немногим более $100 США в месяц. В творческой мастерской дети получают дополнительную возможность заработать и помочь своей семье. В планах участников проекта выпускать часть изделий небольшими партиями под заказ и развивать интернет-продажи. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Далее в программе. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саркисян снова договорились о перемирии. Однако жители прифронтовых сел слабо верят в режим прекращения огня. Хотя официально считалось, что у нас перемирие, по нам все время стреляли из пулеметов и автоматов. Международный день борьбы с гомофобией в Грузии празднует День защиты сплоченности и чистоты семьи. На улице Тбилиси выходят священнослужители и противники однополой любви. Семья – это маленькая церковь. Семья – это бастион свободы, чести и человечности. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саркисян снова договорились о перемирии и полном прекращении огня. Встреча прошла в Вене при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и стала первой встречей Алиева и Саркисяна с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе. По словам представителя Минской группы, ОБСЕ начинает разработку конкретных шагов для мирного урегулирования ситуации. Договорились о том, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения, о том, что ОБСЕ будет также помогать решать проблему пропавших без вести, и о том, что в июне президенты Азербайджана и Армении согласуют время и место своей следующей встречи. Президент Армении Серж Саркисян заявил в беседе с армянскими журналистами на борту самолета, летевшего из Вены, что предложил установить мониторинг ОБСЕ по режиму прекращения огня. В целом Серж Саркисян доволен результатами переговоров. Если Азербайджан не сдержит обещания, нарушив режим прекращения огня, то Армения адекватно ответит на это. Я не думаю, что с завтрашнего дня вообще будут исключены нарушения, но я надеюсь, что будет гораздо спокойнее, чем это было до сих пор. О том, как живут сейчас мирные жители на линии разграничения с азербайджанской стороны, в нашем следующем сюжете. Село Тап-Гара-Гоюнлу находится на линии соприкосновения войск. Утром 3 апреля в первый раз за последние 22 года село начала обстреливать тяжелая артиллерия. Анар Сафаров, пожарный, работает в МЧС в городе Нафталане.
Одна из комнат в его доме разрушена снарядом. Снаряд упал сюда, и осколки отсюда попали в дом. Как видите, вот это снаряд от града, а эти куски — осколки. До сих пор выгребаем их из дома. Все не заканчивается, много их тут. Все это следы осколков. Хотя официально считалось, что у нас перемирие, по нам все время стреляли из пулеметов и автоматов. Несмотря на это, жизнь шла своим чередом. Дети ходили в школу, муж на работу, я на работу в школу. Супруга Анара Сафарова, Алима Мамедова, учитель химии. Впрочем, занятия после событий 1 апреля приостановили и до сих пор не возобновили. Фаик Мустафаев – сельский учитель. Он только что закончил ремонт большого дома, ожидая возвращения сына из армии. 3 апреля в 11 часов утра в ее дом попало 3 снаряда из установки «Град». Снова начинать жизнь с нуля будет очень трудно. Тем более, что все вокруг в таком же положении. Не просить помощи не можешь, не помочь кому-нибудь. Большинство домов в селе были разрушены либо повреждены. Пострадавшие вынуждены жить в палатках Красного Креста. Ильгар Велиев из села Табгара-Гоенлу для настоящего времени. День, который в большинстве стран мира посвящен борьбе с гомофобией, в Грузии отмечают по-своему. 17 мая в стране проводятся мероприятия, посвященные Дню защиты, сплоченности и чистоты семьи. Этот праздник был утвержден недавно по настоянию инициативы Грузинской православной церкви. Таким образом, в Грузии появился своеобразный механизм предотвращения уличных выступлений защитников прав ЛГБТ-сообщества. Дело в том, что в этот день на улицы выходят священнослужители и противники однополой любви. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Второй год подряд в этот день, 17 мая, на центральной улице Тбилиси выходят священнослужители с иконами и крестами, сторонники традиционализма и просто противники однополой любви. Тогда как в некоторых странах мира отмечают День борьбы с гомофобией, в Грузии празднуют День защиты сплоченности и чистоты семьи. Семья – это маленькая церковь. Семья – это бастион свободы, чести и человечности. И старый и млад должны заботиться о чистоте семьи. Пусть Господь благословит наши семьи. Идея празднования Дня семьи появилась 2 года назад и принадлежит Грузинской православной церкви. Эта идея – своеобразный ответ на попытки сторонников и защитников прав ЛГБТ-сообщества организовать что-то вроде уличных выступлений. Последняя такая попытка, которая была предпринята 17 мая 2013 года, обернулась массовыми беспорядками. Демонстрация активистов и защитников прав ЛГБТ-сообщества из около 2 десятков человек завершилась, так и не успев начаться. Участники акции не выдержали под натиском многотысячной толпы противников однополой любви. После этого представители ЛГБТ-сообщества отказались от намерений проводить уличные мероприятия, но при этом они не перестают напоминать о себе и для этого прибегают к партизанской тактике. У входа в один из отелей в центре появилась табуретка, раскрашенная в цвета радужного флага. В 2013 году один из священнослужителей прорывался сквозь заслоны сотрудников правоохранительных органов, размахивая деревянным табуретом в руке. С тех пор этот предмет мебели словно притча во языцах. Однако разукрашенная табуретка простояла недолго. Полиция потребовала от активистов убрать ее. Так называемая табуретка в 2013 году стал символом унижения, притеснения ЛГБТ-сообщества. Раскрасив этот табурет, мы просто хотели показать всем остальным членам нашего общества, что гомофобия недопустима. В остальном День защиты сплоченности и чистоты семьи, а для кого-то День борьбы с гомофобией, прошел без эксцессов. Участники шествия прошли с иконами в руках по главным улицам столицы и собрались в соборе Святой Троицы, где служение провел сам патриарх Илия II. Звят Мчедлишвили специально для настоящего времени. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в соцсетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.